В минувшее воскресенье в рамках рабочей поездки в Сосногорский район глава Республики Коми посетил городскую кадетскую школу. После осмотра образовательного учреждения кадеты пригласили главу республики на чаепитие. В неформальной обстановке они расспросили Сергея Гапликова о его школьных и студенческих годах, литературных предпочтениях и отношению к спорту, о жизненных принципах и профессиональных решениях. Сергей Анатольевич рассказал ребятам, что спорт и армия в свое время сыграли очень важную роль в его жизни. Водное поло, которым он занимался раньше, заложило отличную основу не только физического здоровья, но и научила побеждать по жизни. Во-первых, другие виды спорта, они отличаются тем, что у них есть точка опоры. Понимаете? То есть вы твердо стоите на ногах. Там, борец, боксер, условно говоря, там, бегун и так далее. Да? А здесь нет под тобой дна. Понимаете? То есть вы боретесь вроде как бы в отсутствии твердой почвы под ногами. Но вы боретесь. И тот, кто более умелый, тот, конечно, в этой части бывает, наверное, более результативный. Поэтому для меня водное поло, для меня всегда виды спорта, связанные с водой, были в приоритете. В ходе беседы глава Коми коснулся и такого важного вопроса, как нехватка рабочих мест в маленьких городах и поселках, и как следствие утечки молодых специалистов из республики. По словам Сергея Гапликова, рабочих мест хватает, вопрос в другом. Люди, как правило, уезжают в столицу не только за лучшей жизнью, но и за длинным рублем, наивно полагая, что большой город встретит их с распростертыми объятиями. Приехали вы в Петербург, начинаете вы разносить пиццу, потом поработали где-то, я не знаю, официанткой, барменом. Это что, принципы жизни, что ли? Это все, чего вы хотели в этой жизни? Москва, Питер. Хорошо, да, красиво, да. А для жизни это что? Я же вам не зря в начале встречи сказал. Счастье не в том, чтобы владеть то, чем ты хочешь. А счастье в том, чтобы любить то, что у тебя есть. Понимаешь? И вот чем больше вы любви будете в это вкладывать, тем краше будет наш край. Куда бы ты ни переехал, ты остаешься самим собой. Там приехал, там тебе тоже что-то будет не так. Еще куда-то поедешь. Понимаешь? Если бы ты уехал и себя бы здесь оставил, там каким-то ты новым бы стал человеком. Наверное, есть смысл выезжать. Если ты что-то здесь считаешь неправильным или в себе как-то ты сомневаешься. А ты же самого себя увозишь. И все то, что у тебя здесь мешало, тебе и там будет мешать. Беседа главы Коми с сосногорскими кадетами длилась около 2 часов. Ребята задали Сергею Гапликову более десятка вопросов. На каждый из них Сергей Анатольевич постарался ответить максимально развернуто и, что называется, по-отечески. В завершении встречи глава Коми пожелал ребятам достойно нести высокое звание кадета и реализовывать свой потенциал в любимой республике. Продолжил деловой визит Сергей Гапликов на стройплощадке будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 5-м микрорайоне. Объект строится в рамках региональной программы развития физической культуры и спорта. Его стоимость составляет 130 миллионов рублей. По словам подрядчика, степень готовности объекта на конец июня составляет порядка 25%. Закончен нулевой цикл, сейчас ведется монтаж металлоконструкций, производится бетонирование лестниц, ведутся работы по наружным инженерным сетям. Сергей Гапликов поручил региональному Минстрою строго контролировать процесс строительства, а подрядчику не отставать от графика выполнения работ. Бассейн уже планируют сдать в декабре этого года. «347 нарушений правил дорожного движения выявлено инспекторами ДПС в городе и районе с 26 июня по 2 июля 2017 года. Как сообщает ГИБДД Сосногорска, за установленный период произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал. В последний день июня в Сосногорском районе сотрудники ГИБДД проверяли водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления транспортом. В ходе проверки выявлено 14 нарушений правил дорожного движения. Водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, не выявлено. Уже в эти выходные Сосногорск вновь станет столицей зырянского рока. В этот раз в гости приехали как известные команды, так и новички. Республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки стартует 8 июля в 17 часов. В программе помимо музыкального марафона пройдет средневековый рыцарский турнир и театрализованная постановка на тему Дикого Запада. В 21:30 состоится байк-шоу. Ровно в 22 стартует рок-дискотека.
Второй день фестиваля начнется в 16 часов. С 18 до 19 пройдут показательные выступления спортсменов. В 19 часов стартует гала-концерт участников фестиваля. А в 9 вечера на сцену выйдет хедлайнер фестиваля группа «Декабрь». По прогнозам республиканских синоптиков, в первую половину недели в северных и центральных районах удержится сухая погода. Здесь сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. По ночам будет прохладно, днем воздух будет прогреваться до 23 градусов. Во второй половине недели придет циклон с запада. Начнутся дожди местами с грозами. Дневная температура заметно не поменяется. Во вторник в Сосногорске будет ясно. Ночью плюс 9, днем воздух прогреется до 22 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.